Меня зовут Ирхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Стали известны результаты переписи населения России в 2021 году. Результаты не могут порадовать ни татар, ни чуваши, ни другие народности нашей многонациональной страны. Поверьте, мы еще сделаем материал с очень подробным анализом той численности татар, которую определила эта самая пресловутая перепись населения. Если кратко и не сильно углубляться, то при рассмотрении полученных цифр по татарам России возникает стойкое ощущение, что татар явно очень сильно недопереписали во многих регионах России. Из-за коронавируса, как вы понимаете, процедура переписи была осложнена. Также было предложено людям пройти самостоятельно перепись, а для этого нужно умение работать с порталом госуслуги и хороший интернет. И как вы понимаете, не всем повезло с интернетом и не всем повезло освоить навыки работы с госуслугой. Все это каким-то образом вылилось в сокращение численности татар на 600 тысяч человек. В то же время не будем отрицать и скрывать, что татары ассимилируются, теряют свою национальную идентичность, забывают родной татарский язык, рвут связи со своей татарской родней, а татарские семьи не сильно-то и спешат становиться многодетными. Это тоже отдельная, очень большая и серьезная тема для рассуждений и рассмотрения. Так что потихоньку, понемногу начнем наш татарский анализ итогов переписи населения 2021 года. Рассмотрим кое-какие странности, нестыковки, которыми испещрены результаты переписи татар. Согласитесь, как же было бы хорошо, если абсолютно все татары, каждый татарин, во время переписи назвались бы просто как татары. Их можно было бы легче подсчитать, но жизнь на самом деле куда сложнее, а татарский народ в силу своей многокомпонентности и более чем тысячелетней истории весьма непрост. В результатах переписи татар можно обнаружить список субэтнонимов, которыми люди якобы назвали сами себя во время переписи. А потом высоколобые ученые, занимавшиеся чтением полученных данных с анкет, эти самые субэтнонимы распихивали по конкретным уже более большим этнонимам. В этом списке, в списке татар, есть очень странные субэтнонимы. Армянские татары, бигер, исашные татары, кукмарцы, татарчува-белорусы и так далее. Но сегодняшний наш выпуск о неких гайнинцах-татарах. А вы знаете что? Оказывается, гайнинцы-татары есть не только у татар, они также есть и у башкир. Правда, у них они просто названы как гайнинцы. Вообще складывается крайне несправедливая ситуация. Вот смотрите, получается, перепись выявила некую общность, представители которой себя называют гайнинцами. Кем же они являются? Татарами или башкирами? Ну, если, например, человек уточняет, что он гайнинец-татарин, то это очень облегчает головную боль ученым-этнологам, и они такого человека записывают смело в татары. А если человек не уточняет, а просто сам себя называет гайнинец, то он автоматически, оказывается, записывается в башкиры. А сам гайнинец вообще-то в курсе, что нужно было лишний раз подчеркнуть, что он не просто гайнинец, а татарский гайнинец. Забыл уточнить, значит, записываешься в башкиры? Отметим, что тут даже для справедливости не стоит вопрос о том, чтобы все-таки определяться как гайнинец-башкир, например, чтобы попасть непосредственно в башкиры. Нет, просто назвался гайнинцем без задних мыслей, и вот ты уже сидишь в башкир. Как вы поняли, попытка откусить от татар, конкретно гайнинских татар, которые на самом деле являются еще и пермскими татарами, во время переписи 2021 года в какой-то степени удалась. К сожалению, признаем, что в Татарстане разъяснительная, пояснительная и просветительская работа по локальным, может быть даже родоплеменным, географическим и другим локальным татарским субэтнонимам не велась. Сами вот посудите. Вот, например, есть книга из серии «История башкирских родов», посвященная роду Гайна.
Да, книжка представляет из себя одну сплошную историческую фальсификацию и манипуляцию фактами. Но она же уже написана и, к сожалению, активно распространяется этими самыми башкирскими политтехнологами, историками и авторами на территории аж самого Татарстана. Вот, 17 января в группе Башкортлар даже вывесили фотоотчет, как разъезжали с этими книгами о башкирских родах по татарстанским библиотекам и с каким радушием и улыбкой встречали и фотографировались, к сожалению, наши татарстанские библиотекари с этими самыми книгами. Или вот, например, они, то есть башкирские авторы, нарисовали карту с какими-то мифическими башкирскими родами и племенами, определили локализацию, так сказать, географию проживания представителей тех или иных племен и родов, конкретно племени, например, Гайна. Это южные части Пермского края и север Башкортостана. Ну что же, давайте теперь разбираться, действительно ли гайнинцы являются башкирами. Что вообще это за род такой, Гайна? Откуда он? И вообще, вот эти татары-гайнинцы, кто они такие? Они же не из воздуха сформировались, ведь есть же конкретные такие люди. Значит, в истории рода Гайна есть некая татарская составляющая. А в чем она тогда заключается? Да, нужно понимать, что история рода Гайна и история пермских татар очень тесно переплетена. Можно осторожно даже сделать такой вывод, что абсолютно все гайнинцы – это на самом деле пермские татары. Но, правда, не каждый пермский татарин – это представитель рода Гайна. Есть русские исторические источники и документы 16-17 веков, относящиеся к территории современного Пермского края. Так вот, в этих источниках упоминаются такие группы населения, как остяки и татары. Остяки на тюркских языках звучат так же, как иштяк, истяк и уштяк. Есть известное родословное сказание рода Юрматы, где упоминаются некие иштяки. В родословной сообщается, что как-то выдался холодный и голодный год. Нагаи собрались в совет и решили вернуться обратно на Кубань, откуда прибыли их деды-предки в поисках прохлады. Оставшиеся с Бурнак-Бием люди, то есть нагаи, назвались Иштяк. На оставшихся от сих нагаев в пустых землях они наслаждались жизнью. По течению Идели и в лесах они промышляли медовой пчелой, в водах – бобром, в степях – куницей и лисой. И, промышляя таким образом, иштяки стали богатыми. И был в ту пору год 954, то есть примерно 1547-1548 год. Получается, племя Юрматы, которое почему-то сегодня считается башкирским, раньше себя определяло как нагайским, которое потом само себя переименовало в иштяки. А в какой момент своего существования это племя стало башкирским? На это башкирские историки внятный ответ вряд ли дадут. Казанский историк Дамир Исхаков в одной из своих статей сообщает, что сохранились исторические документы 17 века, которые фиксировали земельные владения в Пермской губернии. Так вот, в них нередко можно встретить такие формулировки, как «на отводных предкам и дедам землях за остяками, которые называются сейчас татарами». Или вот, например, такая формулировочка: «Остяки и татары ныне называются татарами». Башкирские историки еще со времен Советского Союза пытались через историю племени Гайна доказать, что башкиры на территорию современного Пермского края проникли из южных земель. Однако есть фольклорное наследие рода Гайна, по которому вообще-то сообщается, что гайнинцы в Пермский край прибыли откуда-то с севера, из снежных стран, причем на оленях, но никак не из южных теплых земель уж, конечно. Некоторые исследователи считают, что в преданиях гайнинцев сохранились следы старого оленьего культа, некогда, между прочим, зародившегося на юге Сибири. То есть получается, что гайнинцы прибыли в Пермский край либо именно конкретно с севера, либо из востока, из Сибири, то есть из Сибирского ханства. Кстати, отметим,
что в прошлом у казахов и хивинских узбеков было принято называть сибирских татар именно как иштяки. Об этом, например, пишет российский и советский этнограф Николай Аркадьевич Томилов в своей книге «Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины» в конце XVI века, первой четверти XIX века. В полевых работах нами были собраны сведения о том, что казахи нередко называли сибирских татар уштяками, иштяками, эштяками. Факт зафиксирован и в научной литературе. В составе барабинских татар до сих пор помнят о Тугуме, это группа родственных семей, если что, иштяк. А одно из племенных названий тобольских татар тоже иштяк. Впрочем, сама легенда о происхождении гайнинцев заслуживает внимания, потому что это на самом деле тот еще ужастик, заслуживающий достойного киновоплощения в виде какого-нибудь хоррора, ну или какого-нибудь комикса для взрослых. Теперь сама сказка о Гайне. Когда-то прибыли в землю нынешнего Пермского края запряженные на оленях два брата Айна и Гайна. На этой земле не было людей, только густые леса, высокие травы. Отпустив оленей, братья улеглись спать. Встают они утром, смотрят, вернулись олени взмыленные, изможденные. На другой день, решив выследить оленей и узнать, в чем дело, братья снова отпустили их пастись. Первым за оленями пошел Айна. Идет, значит, он идет и вдруг видит. Выходит из леса диковинная волосатая старуха, схватывает оленя и садится на него верхом. Это была Тулуа, хозяйка этой местности. Сказывают, что она из рода Ар. Была она очень безобразная, волосатая, с обвисшими грудями. Одну грудь она закидывала на плечо, а другой опоясывала себя. Увидев ее, Айна даже вскрикнул в испуге. «А ты меня подстерегаешь?» — крикнула Тулуа и подкинула Айну вверх. А потом схватила на лету, разрезала его ступню, стала высасывать из раны кровь. Не дождавшись возвращения Айны, на следующий день пошел за оленем Гайна и увидел, как чудовищная старуха, взобравшись на оленя, терзала его. Гайна, выбрав удобный момент, накинул на старуху аркан, стащил с оленя и стал избивать. Ударил раз, ударил два, и вдруг старуха превратилась красивую девушку. «Братец, не бей меня, я стану твоей женой», — сказала она ему. Гайна взял с нее клятву, что она никогда не будет заниматься дурными делами. Привязав ее волосы к рогам оленя, привел девушку к себе и обосновался в тех местах. От Гайны и его жены Тулуа ведет свое происхождение гайнинцы, расселившиеся в 60 деревнях долины Тол на юге Пермской области. На самом деле версий этой легенды о Гайне про отце гайнинцев много, и сюжеты там разные интересные, но давайте пока остановимся на этом захватывающем сюжете. Итак, вернемся к многочисленным документам русского происхождения 16-17 веков. По ним получается, что татары и остяки проживали в Пермском Приуралье, то есть это Чердынский, Соликамский, Кунгурский уезды, а также север Уфимского уезда. В бассейне рек Тулвы, Тулуа, Тулвы, да-да, именно так звали женщину-старуху, которую взял в жены Гайна. Так вот, татары проживали также в бассейне рек Сылвы и Ирени. Некоторые группы татар и остяков Балакчанского, Кусчимского и Белоканского властей потом башкирские историки нарекут в башкир, приписав им родоплеменные какие-то образования, типа кушчи, балакчи, белаковцы, но на самом деле это татары. Есть еще род Еней, который башкирские историки-фантазеры также окрестили как одно из башкирских племен. Хотя, как считает казанский историк Дамир Исхаков, Еней и Гайна – это лишь варианты написания и произношения одного и того же слова. Либо это от названия братьев нашей легенды, то есть братьев Айна и Гайна. Начиная с 17 века в Пермском крае уже начинают появляться сведения о неких башкирцах. Речь идет именно о башкирцах, не о башкирах. В документах 17-18 веков Пермского края также встречаются некие терсяки, которых в документах определяют то как башкирцы, то как татары. Но тут особо голову ломать не надо. В составе Казанского ханства известна некая территориальная область под названием Терся,
которую русские же документы фиксировали еще в 1602-1603 годах в составе Казанского уезда в бассейне реки Иж. И проживали в этой области исключительно ясачные татары. Так что, скорее всего, терсяки-башкирцы и терсяки-татары в Пермском крае – это выходцы из этой территории Терся, бывшего Казанского ханства, а затем и Казанского уезда. И вообще, давайте не будем забывать важную запись из московского летописного свода конца 15 века. В нем в пространной статье о Первой Казани, то есть о войне с Казанью 1467-1469 годов, находим описание войск казанского хана Ибрагима. «Да полно собрался на них царь Казанской Обраим со всей землею своею, с Камскую, с Цыплинскую, и с Костяцкую, из Беловоложскую, из Вотяцкую, из Бакширского». Костяцкая земля – это земля иштяков, остяков. Тут сложности произношения. На Цыплинско-Сылвинской земле тоже остаются и встречаются остяки. А Бакширско-башкирская земля, тут упоминаются отдельно башкиры. Географически это все опять же территории современного Пермского края. Это все явно дает нам понять, что башкиры и остяки и штяки времен Казанского ханства жили врозь и отличались друг от друга. Историк Вадим Трипалов приводит, например, исторические сведения, записанные в 1578 году, то есть после взятия уже Казани Иваном Грозным, как башкирцы и остяки Казанского уезда воевали с нагайцами, то есть нагайцы в переписке с московскими своими адресатами четко разделяли и отделяли друг от друга башкирцев от остяков. Кстати говоря, сохранились и дошли до наших дней интересные краеведческие записи по Пермской губернии аж начала 19 века, конкретнее, то есть 1813 года. Документ называется так: «Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ее состоянию». В Пермской губернии обитают, кроме россиян, башкирцы, мещеряки, татара, черемиса, тептяри и бобыли, вотяки и пермяки. Многочисленные из них башкирцы, по пятой ревизии считается их 13 628 мужского полу. Причем чуть ниже в примечании авторы книги даже признаются, что для органов статистики и учета губернии сложно было отличить, где татарин, а где башкирец, а где мещеряк. Поэтому в числе 13 628 также сидят и татары, и мещеряки, в общем, не только башкирцы. Так вот, дальше читаем этот самый документ. Небольшое число онных находится и в Пермском уезде, но все прочие в Осинском, Красноуфимском, Екатеринбургском и Шадринском уездах. Они составляют часть тех башкирцев, кои описаны Георгием в его описании всех обитающих в российском государстве народов, по чему здесь только кратко упомянуть можно, что они сами себя называют башкурт и производят свой род здешние башкиры от нагайских татар, поколения Тарханова, обитавших в Булгарской области, которую оставили они по собственным их преданиям в исходе 12 столетия. Поселили в Уральских горах и расселились по всем местам и ныне ими обитаемым. Как видите, Дуслар, пермские татары в начале 19 века, да, конечно, они называли себя башкирцами, но, как известно, тут имеется в виду исключительно сословное самоопределение, и не более того. При этом краеведы 19 века четко зафиксировали, что пермские татары-башкирцы помнят своих предков в лице нагайских татар. И у них четко сидит в памяти генетическая связь, память, воспоминания о Волжской Булгарии. Вообще, память пермских татар о Волжской Булгарии, как о своей родине исхода, очень важный момент. И он не случайен. Память пермских татар о своем булгарском происхождении встречается и в исторических документах и источниках, а также сведениях регулярно. Например, татарский ученый-историк Таджиддин Ялчегул вспоминает историю, как в 18 веке отправился путешествовать на Кубань. Там он встретился с нагаями. Один из них спросил: «Ты сын какой земли-то будешь?» «Булгарлык иштякмен», ответил Таджиддин Ялчегул. То есть он сказал, что булгарский иштяк.
если переводить на русский язык. Резюмируем Дуслар и Пташляр. Отвечаем на главный вопрос, кто же такие эти гайнинцы. Итак, гайнинцы – это основная часть пермских татар. По большей части пермские татары – это сплетенные между собой разные татары, в том числе и булгары, которые направились на север, где встретились с гайнинцами, в чьей фольклорной памяти есть очень четкая фиксация о прародине где-то на севере, а возможно и в Сибири, там, где олени водятся. Казанские татары, татары-терсяки вступили в очень тесный контакт с общностью иштяки. А иштяками казахи-узбеки называли сибирских татар. Сами иштяки, от которых возведено, например, родоплемя Юрматы, помнят, что восходит от нагаев. Русские краеведы зафиксировали в 19 веке в Пермском крае башкирцев, которых эти самые краеведы на самом деле с большим трудом отличали от татар. Так вот, эти башкирцы сохранили память о своем происхождении уже от нагайских татар и о стране-исходе Волжская Булгария. Говоря короче, пермские татары, гайнинцы – это на самом деле сложный итоговый результат, историческая сумма из казанских татар, из сибирских татар, из нагайских татар. Так что у нас есть очень серьезные и небезосновательные сомнения. А есть ли место в этом нехитром этническом уравнении башкирскому этническому фактору? Но по результатам переписи 2021 года, если ты называешься гайнинцем, то попадаешь в корзину с башкирами. Поэтому, чтобы быть татарином, тебе нужно быть начеку, не расслабляться. И ты должен обязательно всем уточнять, что ты не просто гайнинец, а ты татар-гайнинец. По результатам переписи населения 2021 года численность пермских татар составила 92 тысячи человек. Хотя в 2010 году их численность составляла 115,5 тысяч человек. К сожалению, перепись нам показывает сокращение численности татар в Пермском крае на 23 тысячи человек. Башкир же в 2021 году насчитывал в Пермском крае 16 105 человек. Это более чем в 2 раза меньше, чем было в 2010 году. Тогда пермских башкир насчитывалось 32 720 человек. Да, мы понимаем, что прошедшая перепись на самом деле недопереписанная, как по части татар, так и по части других национальностей, в том числе и башкир. Однако такой грубый захват значительного массива людей с локальной субэтнической идентичностью, как гайнинцы, в пользу башкир, наводит на очень серьезные ведь выводы к следующей переписи населения в России. И очень серьезно нас, татар, настораживает.